Ничто не забыто, никто не забыт. Жители села Чермен смогли узнать больше о единой базе участников Великой Отечественной войны «Дорога памяти». Сразу после пятничной молитвы активисты движения «Юная армия» раздали листки, уведомляющие жителей села о проведении такого масштабного проекта Министерства обороны страны. В них призыв направлять имена, фамилии и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 года на портал «Память народа». Речь идет о павших в боях или пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, а также о тех, кто по разным причинам остался не внесенным в единую базу. И он, что интересно, он все знал досконально, он знал часть, дивизии, где вообще все он знал. Один из откликнувшихся на такой призыв Иса Ужахов. В свои 64 года он ясно помнит каждую историю, рассказанную его отцом Бессултаном Ужаховым, который, как и другие его односельчане, был призван на защиту Родины. В конце 1943 года он в 25-летнем возрасте сражался с фашистскими захватчиками на севере Тамбовской области в городе Моршанск. Был снят с передовой и отправлен домой, после чего был депортирован в Казахстан. Этот батальон, у них, как по его рассказу, это был саперный батальон. Их задача, что входило, это в 41-42 годах мы же отступали в основном, Советский Союз, это же внезапное было нападение. Они вот во время отступления наших войск, вот последним они оттуда с рубежа уходили, заминировав все подступы, немецкие, вражеские вот этих танков, противотанковые ежи они ставили, противотанковые рвы они делали и уходили оттуда. И когда более-менее положение Тояншана, когда наши начали наступать, вот их задача входила разминировать то, что они минировали. Пережив ужасы войны, холод и голод депортации, он сумел добраться до своего родового села Чермен, где и был похоронен. Повлекшие за время черно-белые его фотографии и портреты в доме родственников, своего рода маленький музей герою, посвятившему свою жизнь защите Родине. По словам Исы Ужахова, среди ингушского населения в Чермене мало семей, чьи родственники не воевали. Почти у каждого жителя в ходе Великой Отечественной войны погиб или был тяжело ранен отец, дядя или дедушка. Два брата, отец Цинвошева, который тоже убежал, тоже хотел воевать. Отсюда, из Чермена, очень много, как по его рассказу, Портрет Исы Ужахова и многих других займет почетное место на мемориале крупнейшего памятника на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в городе Алабино Московской области. Мы постараемся со своей стороны сделать все, чтобы выявить, чтобы документально было подтверждение этой истории. Выйдем на Министерство обороны, ну и, конечно, самое главное, чтобы любой потомок Ужахова Бессолта, который являлся участником войны, мог прийти на этот комплекс, набрать его фамилию и увидеть его фотографию. 9 мая в следующем году, к 75-летию Великой Победы, в парке «Патриот» будет очень большой комплекс, мемориальный комплекс, где будут фотографии всех защитников Отечества, которые как-то были причастны к данной победе. По словам Мадины Богатаревой, для удобства жителей пункта приема документов и сведений о ветеранах развернуты в каждом административном центре муниципалитета. Ведь это наша история, и безответный подход к ней категорически неприемлем. Это наши герои, это наши предки, и мы обязаны, чтобы те имена, которые мы знаем, это понятно, но которых мы не знаем, чтобы об этом узнала вся страна. Старт такой огромной кампании финиширует 9 мая следующего года, а до этого продолжится сбор сведений и фотографий всех защитников Отечества, которые не остались безучастными в Великой Победе над врагом. Жадат Хулхоева, Адам Мешков, Новости 24.